Я с детства, скажем так, занимаюсь спортом, особенно вольной борьбой. Как и все школьники, меня с 5 класса отдали в секцию по вольной борьбе. И, соответственно, занимался, даже поступал в Санкт-Петербургскую академию физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге. Правда, не доучился и ушел в армию. Но по приезду все-таки, не изменяя профессии, устроился работать учителем физкультуры и тренером по вольной борьбе. Заболел я в 2013 году, как-то это все неожиданно произошло. И, соответственно, я не ждал даже, что вот так вот в одночасье, наверное, все изменится, настолько все поменяется, мой образ жизни. И осознание того, что я уже должен жить с этой новой структурой, да, в моей жизни, как уже инвалид первой группы, соответственно, это понимание, наверное, очень долго приходило, на протяжении даже 2 лет, скажем так. Когда пришла болезнь, я стал терять в массе своей очень много каких-то полезных своих веществ, и, соответственно, было такое полное ослабевание организма, что я стал подумывать, а необходимо ли мне сейчас заняться спортом, чтобы как-то улучшить свою, скажем так, органику. И по истечении времени, наверное, я все-таки пришел к тому моменту, что нужно заниматься спортом. И в 2017 году в первый раз я поехал на международные спортивные игры, польские национальные спортивные игры, где я завоевал 7 медалей. 2 из них золотые, 4 серебряные, 1 бронзовая. А виды спорта там были плавание, бег, теннис. Вот такой комплекс был дисциплин, по которым могли спортсмены с инвалидностью принимать участие. В частности, это были люди, которые находились на пересадке почки и после трансплантации органов. Почка, печень, селезенка, сердце, легкие. Тогда мне дали статус первого российского спортсмена, который участвовал на таких международных соревнованиях. И с тех времен я гордо несу этот статус и всячески продвигаю нашу дисциплину, которая называется трансплант-спорт. Наша именно работа заключается в том, чтобы массово всех завлечь, потому что, соответственно, очень тяжелая болезнь, диагноз очень тяжелый. И у людей с приходом в наш спорт случается какая-то адаптация к жизни, будучи уже ставшим инвалидом. И, соответственно, главное – это социализация. Познакомиться, как-то отвлечься от всех этих неурядиц, которые в жизни случились с приходом болезни, и поднять и смотивировать человека. Вот наша основная цель. Как мне известно, по России сейчас около 100 тысяч человек, которые именно страдают этим заболеванием. Я беру только почки, а есть еще и сердце, легкие, соответственно, этот масштаб еще больше. У Якутии около 600 диализников, если я не ошибаюсь, и трансплантированных около 250, именно связанных с почками. Но мы сейчас работаем и по пересадке печени, ребят тоже оттуда завлекаем к нам в спорт, и всяческие мероприятия тоже для них делаем. В России уже где-то 4-й раз провелись спортивные игры для диализников и трансплантированных спортсменов. В Уфе прошли игры. В Башкортостане мы представили 7 спортсменов. 2 из них это у кого почки пересаженные, и 5 из них это у кого пересажены печени. И, соответственно, мы завоевали медали, все у нас хорошо получилось. Когда люди узнают, когда люди приезжают в другой город, будучи на диализе, после трансплантации, соответственно, они реагируют очень эмоционально, когда познакомились с разными регионами, обменялись культурно каким-то своим потенциалом, и человек заряжается. Мы из года в год этот потенциал пытаемся увеличить, и, соответственно, и даже возраст не помеха спорту. У нас самый пожилой около 71 года. Эту работу, эту нишу сейчас поднимаем на государственном уровне.
соответственно, политизируем все это, обратились в Государственную Думу и Совет Федерации. Соответственно, чтобы наш спорт стал, так скажем так, действительно досягаемым для всех, ему нужна оболочка такая государственного восприятия. Поэтому, если нам это одобрят, мы как пионеры, да, вот в этом деле говорим в рупор, что это дело очень нужное, и, соответственно, если нас услышат, то мы сможем помочь там очень большому количеству людей в стране. Спорт, он несет массу, он же в комплексе очень много разновидностей несет. Здесь нужны тренеры, соответствующие площадки, для которых, соответственно, нужны определенные какие-то возможности по материальному снабжению, выезды. И чтобы вот это вот все в совокупности, в комплексе развивать, именно нужна государственная поддержка, чтобы выделили, грубо говоря, денежку с бюджета, чтобы нас вот официально оформили, что есть такая федерация транспорта в России, и они должны проводить соответствующие какие-то отборочные турниры по стране, общий чемпионат России. Мы, допустим, сейчас проводим чемпионат России, но это идет на личные пожертвования фондов, президентские гранты. Вот. Нужная тема, но нужна именно вот официальная государственная поддержка в этом русле. Тренировки сопряжены, конечно же, с комплексом барьеров именно в медицинском плане, потому что, соответственно, у ряда людей есть те или различные направления, где они могут, допустим, поучаствовать, но ввиду того, что заболевание может внести свои какие-то коррективы, они выбирают. Я, допустим, более-менее универсальный, потому что у меня, допустим, проблемы только с суставами, допустим, или с какими-то внутренними какими-то моментами, которые я смогу нейтрализовать, нивелировать, скажем так, на лекарственных препаратах, чтобы выйти и достойно как-то выступить. У более пожилых людей или же затянутой каким-то рецидивом болезни есть некоторые отклонения, где человек может, допустим, поиграть в теннис или же небольшой интенсив проявить в дарте. Самый интенсивный бег, теннис, плавание. Вот эти три комплекса, они самые основные. И мы их делим, соответственно. А были, конечно же, шахматы, дартс. Это тоже вот самые такие, когда они собирают больше людей, и, соответственно, мы можем вот как-то более-менее расширить свою географию. Футбол очень хорошо развивается, и здесь надо понимать, что этот слишком интенсивный виды спорта могут доставить массу каких-то недочетов ввиду того, что медицина может их не допустить из-за травматичности этого данного вида спорта, но с какими-то моментами, если врачи согласовывают это все по личному прошению человека, участника, в принципе, это все возможно. Потому что, когда ты находишься на диализе, я это все прошел, человек просто вот как амеба в объемном состоянии, очень тяжело, и функция крови, она заторможенная, ее чистят, и у человека происходят какие-то столкновения внутренние с органикой. Бывает иногда ты забываешь, потеря памяти – это одна из, наверное, таких больших проблем. Да. Я вот смотрел на человека и не мог вспомнить, кто ты такой. Вот были такие даже пробелы. Человек, который пребывает на диализном лечении, он привязан к одному месту. Аппарат искусственной почки, который нужно посещать через каждые сутки, это получается в неделю 3 раза. Каждое посещение, допустим, от 3 часов до 5 часов, в зависимости от тяжести заболевания. Человек лежит и очищает кровь. Моча-то никуда не выходит естественным путем, почки отказали. Соответственно, моча поступает в кровь, и у человека образуется зашлакованность, простым языком говоря, и человек может потерять другие органы, зрение, там, сердце, что-то, такие вот аспекты. Поэтому аппарат искусственной почки очень помогает очищать организм. И без него никак. Если ты хочешь выехать за пределы, ты должен договориться с тем диализным центром, который будет тебя встречать, разместит для тебя специально, отведет место, и чтобы ты мог приехать,
поработать, возможно, отдохнуть и, соответственно, вот провести бесплатные процедуры диализа. Это сейчас у нас по России очень хорошо развито, но не всегда человек может попасть в то или иное место сразу, вот по щелчку, а нужно заранее договариваться. Сложнее выехать за пределы России. В этом ключе у единиц только получается. Иметь надо баснословные какие-то, соответственно, денежные средства, чтобы оплачивать эти диализные процедуры. Вот такая вот проблема у диализников. Поэтому мы на своих местах пытаемся их вот как-то более-менее взбодрить, поработать с ними в психологическом и в мотивационных каких-то моментах. И я решил вот своими силами поизучать как и юридическую сторону этого вопроса, ну, вплоть до того, как защищать права людей с инвалидностью в плане обеспечения лекарственного и же с ним, как выехать за пределы города Якутска, России. Вообще, что такое быть диализным пациентом. Вот эту науку я от и до поизучал, до сих пор изучаю. Ну и уже в совокупности вот с политическими какими-то перипетиями вот в нашей жизни, которые случаются, мы более-менее активно проводим вот эту вот интеграцию, чтобы влиться в общество и быть социально защищенными и независимыми. И мы людям пытаемся говорить, что, будучи на диализе, необходимо заниматься спортом, обычными своими делами, потому что не закрываться, потому что в течение года может произойти те изменения, которые могут привести к тому, что потом в будущем организм просто будет отторгать будущий, допустим, орган, или же тебя просто не допустят к трансплантации ввиду того, что у тебя здоровье уже как бы снижено. Да. И нас постоянно, в общем, смотрят сейчас, да, вот на российском уровне, ну, тогда еще на международном уровне, что ребята приехали с России, сейчас с Якутии, и отмечают нашу сплоченность. И мы жизнерадостные. Вот недавно вышла статья, где журналист описывает всю игру в целом, и он очень ярко отметил нас, ребят с Якутии. Она так очень хорошо так написала, что я не видела более эмоциональных людей, чем ребят с Якутии, которые радовались любому лучшему какому-то результату не только себе, но и другим членам команды. По-детски, наивно. И это так здорово видеть, что мурашки по коже до сих пор бегут, когда я вспоминаю эти моменты. Поэтому мы сплоченные, мы всегда друг друга поддерживаем. И действительно мы вот это вот как-то все проносим и делимся с людьми. И мне очень отрадно, что когда приезжаем, ребята с Якутии, сколько вас приехало? Кто приехал? У нас уже есть свои какие-то, да, уже личности монументальные, у которых спрашивают. Есть Иван Кистяхов, у нас он везде участвует, везде побеждает, и все вот ребята вот с других регионов постоянно. Ванька сегодня будет играть, или как он, где он, что. И с ним постоянно семья ездит, они это все учитывают. И вот и девчонок постоянно спрашивают, кто приехал, кто как. Вообще, вот, когда мы приезжаем в Якутию, наступает праздник, можно так сказать. Есть у нас еще Надюша Афанасьева, которая сейчас ждет пересадку в городе Волжский. Вот она тоже поразительная девочка со своей амбицией такой. Она сейчас занимается социальными сетями, где рассказывает всю правду о своей болезни. Соответственно, люди, зная и понимая эту проблему, активно к ней подключаются и, соответственно, вот смотрит, как она уже мотиватор, она уже несет вот определенную стезю того, что, несмотря ни на что, можно быть инструктором, спортсменом, заниматься там различными видами спорта, при этом жить свою лучшую версию себя. Я сам тренируюсь по методике, которую я сам разработал для себя, учитывая какие-то свои слабости, внутренние изменения, ввиду того, что я по жизни уже принимаю лекарства ежедневно. Эти корректировки необходимы просто. И, соответственно, я суставы очень берегу, бегаю на короткие расстояния, но очень быстро, скажем так. И с тяжелой атлетикой в умеренных дозах, скажем так, я активно занимаюсь. Мои личные спортивные достижения, но если из последнего, то чемпионат вот России, который был у нас
В Татарстане, в Казани у меня 2 первых места и 1 третье место. 2 первых места по бегу, 100-метровка, и на 1600 метров, ну, километре 600, получается, первое место. И по плаванию 25 метров. Очень радует, что в 25 метров много людей, было большое количество, поэтому несказанно радует, потому что из всех регионов ребята очень подтянутые, сильные. И когда подходят и говорят мне, Гаврил, здравствуйте, я пришел в спорт, потому что я увидел ваш социальный ролик где-то когда-то. Это, несомненно, радует и очень меня настраивает на ответственность некоторого рода, чтобы я мог смотивировать ребят, которые вот только пришли в спорт, что все хорошо, не все потеряно, давайте вместе быть спортсменами. Я, например, пересадился в 2017 году у себя в городе Якутске, в медцентре. Соответственно, наша медицина очень широко шагнула, и я, наверное, так думаю, что было бы это лет, так скажем, 10-15 назад, было бы проблематичнее. А сейчас вот такое время, что вот семимильными шагами медицина идет, и сейчас уже центр Шумакова здесь открыт на базе нашего медицинского центра, что говорит о том, что в будущем ряд операций для диализников, допустим, да, которые должны перевестись в группу трансплантированных, чтобы им пересадили почку, в разы вырастет, что, соответственно, улучшит их жизнь. Мы были на общей встрече, когда приезжал профессор Сергей Владимирович Готье, это большой-большой профессор Института Шумакова в Москве, и он по Российской Федерации работает именно вот по трансплантации органов. Как заявляли в медцентре, около 40 операций должно быть в год до 35-го. Ну, это величина, которая должна увеличиваться, соответственно. Сейчас уже они начинают, и постепенно вот это вот количество, цифра должна увеличиваться. И к 35-му году это должно уже до 40 операций в год. Соответственно, кто на диализе, только этого и ждет, чтобы пересадка произошла. Я 4 года. Для меня, в принципе, для общего понимания это нормально, мало, скажем так, потому что люди ждут годами, более 10-15 лет. Такое тоже. Мне, я считаю, что повезло, поэтому вот у меня миссия такая, работать, быть общественником, помогать своим близким, скажем. Мы как одна семья, поэтому всячески пытаемся вот эту вот грамоту-то выучить, потому что грамотным, естественно, легче договариваться с теми или иными обстоятельствами, чтобы их как-то нивелировать или же вытянуть на положительный результат. Поэтому в этом ракурсе постоянно изучаем все те или иные науки, общаемся с властимущими и, соответственно, пытаемся взрастить молодых наших ребят, которые бы могли бы заниматься вот этой всей организационной деятельностью. Поэтому, пытаемся работать, чтобы улучшить жизнь другим. Вот этот статус, который пришел ко мне, скажем так, первый россиянин, который участвовал в международных соревнованиях в личном первенстве. Вот. До меня в далеком, в 90 каком-то году, если память мне не изменяет, сам профессор Шумаков с командой выезжали на международную игру, играли вроде волейбол, что-то такое было. Соответственно, тогда этого развития не было на официальном уровне. И когда вот этот, сравнительно он такой молодой спорт, скажем так, да, и в международном пространстве это физкультурное движение уже набирает обороты. Мы же в России не знали об этом. Мы только тогда начинали. В 2017 году я поехал на первую встречу именно по физкультурному движению. И там я познакомился с президентом физкультурного направления по Европе. Вот там я лично получил приглашение от президента чемпионата Европы и посетил в Польше национальные польские игры. И тем самым оказался первым россиянином, который участвовал вот в таких вот международных соревнованиях. И с тех пор вот я несу вот этот статус, ответственность для того, чтобы в нашей стране этот спорт, трансплант-спорт, был принят
на федеральном уровне, чтобы люди могли заниматься спортом и улучшать свое здоровье. Ну и основное сейчас это наше детище, да, которое так политизировано, скажем так. Когда-то вот еще Владимир Владимирович Путин говорил, что интеграция и в развитии спорта должна быть услышана. Это мы сами говорим о проблемах, и действительно мы говорим, чтобы нас услышали. И сейчас я человек вот, с пересаженной почкой, имеющий инвалидность, говорю государству, да, то, что вот действительно вот этот спорт очень нужен. Он может людей спасти от некоторых моментов скуки, которые приходят с какими-то последующими негативными моментами. Социализация же, она же имеет очень серьезную роль. Здесь нужно учитывать то, что человек, оставленный с проблемой наедине, он может потеряться. Наша работа заключается не только вот в продвижении вот спорта, но и в том, чтобы спасти человека, который остался один. Вот здесь тоже надо это учитывать, и, соответственно, мы это постоянно говорим, что это не просто спорт. Пришли, показали свои физические возможности и все. Нет, тут больше, глубже какой-то смысл имеет быть. Поэтому всячески пытаемся это развить и хотим быть услышанными на большой земле. Основная, конечно же, мечта это то, чтобы ребята, люди, которые приходят в спорт, именно те, кто после трансплантации, кто на диализе, после трансплантации любого органа, должны были понимать, что, соответственно, это нам дан второй шанс, и это действительно так. Поэтому надо быть открытыми ко всему. Я вот не раз повторяю, когда у нас были какие-то встречи, и мне вот доверяли прочитать некую мотивационную речь или же лекцию о том, что, в принципе, жизнь, она должна быть в таком проявлении многогранно. Я вот у себя в Якутии, допустим, я везде участвовал в сериалах, вот, в НВК, в кино, в различных. Снимаюсь, испытываю действительно по-настоящему большое удовлетворение от того, что могу, несмотря на болезнь, быть полезным членом общества и быть многогранным. Петь, я никогда не пел, никогда не танцевал, поэтому вот сейчас вот не стесняюсь, танцую, пою, дочке помогаю в различных там конкурсах, квестах, туристические какие-то походы, рыбалка, охота, я вот везде нахожу положительные моменты. Вот как-то вот в таком вот бешеном ритме у меня все очень хорошо и органично получается. Оказывается, могло быть и раньше получаться, но вот так вот получилось, что я понял это, к сожалению, с приходом болезни, скажем так. А жизнь только началась, мне 45, поэтому я иду только вперед.